На прошлой лекции мы говорили, что он пришел к власти довольно драматическим путем. А, Случилась серьезная междуусобная война, столкновение между Нагаем и другими кланами аристократии татарской. И Нагай сумел сыграть роль такого примирителя, чтобы пригласить на свою территорию всех претендентов на власть. И, воспользовавшись этим, захватил вероломно всех основных, ну и самого хана, и его ближайших родственников, то есть претендентов на власть, и отдал их Такте, который тоже был претендентом на власть, и тот казнил своих соперников, в том числе и действующего хана. А можно следующий прям сразу? И в этой связи Нагай, конечно, торжествовал победу. По сути дела, он привел в очередной раз к власти хана, который был полностью обязан ему вот этой самой властью. Ну, надо сказать, что Такта был человеком явно не бесталанным и довольно уверенным в себе и, ну, можно сказать, достаточно очевидно злопамятным. Но при этом еще он был влиятельным человеком, очевидно, благодаря наши источники не дают нам, к сожалению, вот этих самых ответов, но, скорее всего, благодаря связям своей матери и особенно жены, он обладал поддержкой серьезной части вот этих самых аристократических кладов. Надо сказать, что два слова буквально, чтобы нам в дальнейшем было понятно, как это все работает. Власть хана, которая иногда, кажется, была полностью самовластный, и что хан был единовластным и единоначальным правителем. На самом деле все, конечно, совершенно не так. В первую очередь хан опирался на влияние, силу аристократии. Прежде всего на 4 карачебеков, которые возглавляли 4 самых знатных клана. Ну, вот в это время это кланы Кият, Кунград, ну, Алчи-Татар, очевидно, еще вот я думаю, что это какой-то из еще один, может быть, Алгу, может быть, и Меркиты. И вот благодаря силе вот этих кланов и их согласию между собой они выбирали правителя. И вот почему 4? Потому что они поднимали его на белой кошме за 4 угла. Поэтому вот 4 столпа власти золотоордынских ханов, это вот как раз были эти карачебеки. И пока они были едины и не сжигали друг друга в междуусобной борьбе, власть была, ну, непоколебима, и хан могли менять как перчатки, но при этом власть и междуусобица не раздирала страну. Но вот здесь произошел момент, когда, по сути дела, глава киятов Нагай обладал такой же властью, которая была сопоставима с властью всех других карачебеков, и он явно не просто усилился, но и непомерно усилился, по мнению всех кланов и, самое главное, чингизидов. И по мере того, как он
шел от победы к победе, ненависть к нему все больше и больше возрастала. Но понятно, что он уже пережил, по крайней мере, 4 ханов, а начинал еще при Берке достигать вершин власти. Ну, а здесь его власть была просто несопоставима ни с чем. То есть, конечно, даже хан не мог противостоять ему, и наоборот, давайте следующий. Когда, значит, Такту возводили на престол, то в арабских источниках прямо сказано, его слова, что пока я буду жив, я буду подчиняться старшему в роде, ну, имеется в виду Нагаю, и не стану направлять ничего, что не будет угодно ему. Вот это очень важный момент, это своего рода такая сентенция, которая равна практически клятве. И то, что восточные источники ее приводят, это не исключено, что это не просто какие-то слухи, а что это какие-то цитаты из дипломатической переписки. И это показывает, что даже вот в таких документах хан был вынужден делать такие реверансы и поклоны в сторону Нагая. Понятно, что такая система не могла быть устойчивой. То есть вот 4 угла, если один становится выше и сильнее всех других, то эта конструкция становится неустойчивой и, конечно, требует возврата к норме. Следующий. И вот когда мы говорим о силе и могуществе Нагая, то мы должны отметить, что в первую очередь его власть и могущество опиралось не просто на военные силы его клана, но и на том, что он захватил позиции в Крыму, хотя, очевидно, изначально Крым ему не принадлежал. Он его, очевидно, захватил уже при одном из предыдущих ханов. А так его владения располагались от Приднестровья до Подонья, то есть практически все степное Причерноморье. Здесь был целый ряд крупных городов и торговый путь, который шел из Крыма в города Поволжья и из Европы через Приднестровье на Азак и тоже в города Поволжья. Вот через его территорию практически полностью шел Серебряный поток из европейских стран, и, соответственно, через него же шли восточные товары. То есть он, собирая пошлину от имени хана, фактически, и очевидно, что использовал ее для не просто там обогащения своего, но и для того, чтобы поддерживать свою военную мощь, то есть нанимая воинов, подкупая другие кланы и так далее. Вот это все делало его власть фактически не просто непоколебимой, но и создавала такую экономическую основу, на которой это все, его власть и основывалась. Но при этом мы уже говорили, что он и имел и большой дипломатический вес. С одной стороны, он был женат на дочери или прямой, или приемной дочери византийского императора, вновь обретенного императора, вновь воссозданной Византийской империи, и вел дипломатическую переписку с мамлюкским Египтом, всячески подчеркивая, что он
является мусульманином и что он единственный, кто проводит политику исламизации и может, ну, служит проводником ислама в Золотой Орде. Надо сказать, что Токта, хотя при нем мусульмане играли важную роль и часто определяющую роль, об этом мы поговорим чуть попозже, тем не менее, сам, очевидно, не был мусульманином, а скорее всего был или просто, ну, исповедовал тенгрианство, ну, такой культ Чингисхана скорее, а может быть и был буддистом. По крайней мере, после того, как он пришел к власти, он начинает самостоятельно делать определенные шаги, следующие, которые, ну, старается из-под тени Нагая выйти. И в частности, он ведет переговоры, причем явно ведет переговоры с империей Юань в Китае. И некоторые исследователи даже считают, что он, ну, формально выказал, ну, желание вернуться как бы в состав империи. Это не основано на прямых источниках, но какие-то свидетельства этому есть. Например, те владения золотоордынские, которые ну, формально находились в Китае, они вдруг опять был создан какое-то министерство, которое этим занималось. И, в частности, деньги от тех, кто поступали от этих владений, шли на прием посольств. То есть, раз были посольства, то какие-то переговоры, значит, возобновлялись. Но это даже если было, то это чисто формально. Но формальность это была, очевидно, связана с тем, что буддизм, который стал основной религией в империи Юань, стал проникать и находить сторонников среди аристократии и в Золотой Орде. В частности, сюда сохранились источники, что сюда привозили какие-то мощи буддийских святых, привозили какую-то литературу такую и какие-то службы проводились. То есть все это говорит о том, что вот эти вот контакты с Китаем усилились, а соответственно и ну, мусульманская составляющая и мусульманская часть политики, она стала, ну, если не отсекаться, то, по крайней мере, проседать. И мы увидим, что в дальнейшем, что, собственно, никаких особых религиозных войн, никакого религиозного рвения Токта не выказывал. Но где его противостояние с Нагаем внезапно вдруг было проявлено прямо и непосредственно, это русские княжества. Ну, надо сказать, мы уже говорили на прошлых лекциях, что русские княжества вот в конце XIII века внезапно стали вот таким полигоном, где происходила борьба между ханом и Нагаем. Причем вне зависимости от того, какой это был хан, не желая или не имея сил вступать в прямые столкновения с Нагаем, они, эти силы, стремились использовать древнерусские княжества как такой полигон, где они проверяли, ну, свое влияние и силу. И вот конфликт сразу же после того, как Токта вступил на престол,
точно так же разгорелся и те князья, которые получили ярлык на великое княжение от Нагая, внезапно стали противниками хана, то есть фактически мятежниками, поскольку Такта им не выдавал ярлык, и, соответственно, он стал выдавать ярлыки совсем другим правителям. Ну, понятно, что, допустим, и московский, и тверской князья, которые были самыми влиятельными на тот момент русскими князьями, отнюдь не хотели расставаться с великим княжением и пытались сопротивляться и даже апеллировать на Нагаю. Но в ответ на это в 1293 году Такта собирает большое войско и направляет на Русь своего брата. Это Тудана, и это в русской историографии, летописании получило название Дюденева рать. После Неврюевой это второе такое крупное наступление, поход карательный, который завершился тем, что крупнейшие города того времени, Владимир-Суздальской Руси, и Ростов, и Суздаль были разорены, и у московского князя был отобран ярлык. А Михаил Тверской бежал к Нагаю и там пытался выяснить ситуацию, в которой русские князья оказались. Но надо сказать, что Нагай, тоже не желая выступить, дать повод объявить его мятежником, не вступился за своих протеже. И вот это противостояние, явное и неявное, продолжалось, и особенно ярко на Руси. Вообще, можно сказать, что власть, то, что называется игом, на самом деле не совсем было тем, что представляется очень часто российскими историками. То есть это обычная система вассалитета. Но вот когда эта система начинает давать сбой и происходит такой дисбаланс власти, то она действительно походит на какую-то такую завоевательную, террористическую, и не исключено, что именно вот эти междоусобицы и неустроенность внутри золотоордынских владений и стало все больше и больше подвигать русских князей к тому, что надо дистанцироваться от власти в Орде. Я думаю, что об этом мы еще даже в дальнейшем будем говорить, когда эта тенденция стала усиливаться в эпоху так называемой Великой Замятни. Она и в русских источниках поэтому так и называется. Но малая вот эта замятня происходила именно сейчас, в конце XIII века, когда вот эти внутренние войны стали выплескиваться на древнерусские княжества. С другими княжествами, надо сказать, и владениями Такта сохранял довольно мирные отношения. Мы перед этим говорили, что в предыдущие десятилетия было несколько походов на запад, войны в Закавказье, но вот при Такте ничего подобного не было. То есть его правление в целом и международная политика была более мирной и сбалансированной. Нагай в ответ на вот эти попытки Такты как-то его унизить и вот эту самую организовать карательный поход на Русь, он предъявил ультиматум и в какой-то момент, видимо, мобилизовал свои силы и выступил не в защиту русских князей, а прямо против хана, потребовав, что от него
ну, тоже своеобразной жертве. То есть, что у него плохие советники, что они настраивают его против его благодетеля Нагая, что вот эти вот войны на Руси и различные столкновения провоцируются его окружением, и потребовал, чтобы хан сам, то есть, как и в случае с предыдущим ханом, чтобы Токта все сделал сам и казнил своих советников. И более того, значит, он даже указал на не просто 20 влиятельных беков, но и указал, что идейным вдохновителем является супруга Менгу Тимура и всех других последующих и Туда Менгу, и Тула Буга, ну, жены, они передавались как бы по наследству вместе с другим ханским имуществом. Такая практика. Вот Джиджек Ханум, видимо, действительно была центром концентрации вот этих вот антинагайских сил, и он потребовал, чтобы вот этих самых беков казнили, и действительно Токта вынужден был согласиться, и более того, значит, вот казнил этих самых своих соратников, и в том числе и вдову вот Менгу Тимура. Тем самым очевидно, что вот в начале 90-х власть Нагая, ну вот, можно сказать, достигла апогея. То есть он фактически мог приказать хану, чтобы тот казнил своих самых влиятельных и могущественных сторонников. Это все вызвало неприятие аристократии, причем самое такое жесткое. И начались мятежи, а поскольку эти 20, ну, можете себе представить, то есть весь цвет, все самые представители влиятельных кланов, то, конечно, они горели желанием кровной мести, и то там, то сям начались мятежи, восстания. Нагай пытается их подавить. Но особенно сильные столкновения начали происходить в Крыму, это и понятно. Там это сокровищница, собственно, Нагая. Потеряв Крым, он потерял бы, наверное, больше половины своей казны и своего могущества. Поэтому он отправляет туда своего сына, и в столкновениях с мятежными беками его сын погибает. Как уж там были или финансировали его, или как были связаны генуэзцы, непонятно, но совершает поход, значит, на них, и Нагай разоряет, мало того, что Крым, так еще он и разоряет и итальянские города, фактории, и фактически изгоняет их. Но тем самым он оказывает дурную услугу себе, то есть сокращение торговли сокращает не только общее поступление в казну, но прежде всего в его казну. И вот тут происходит довольно интересный момент. Казалось бы, Нагай не просто самый могущественный, он действительно достиг пика могущества, но вот сразу после этого он начинает падать в пропасть, то есть против него объединяются все силы. Если раньше он как-то мог маневрировать и опираться на каких-то одни кланы, настраивать против других, то теперь все против него. И он начинает уже активную и непримиримую борьбу уже, собственно, с тем ханом, которого он поставил и которого привел к власти. И вот неумолимая логика событий, логика политики приводит к тому, что и Токта, который, не знаю, искренний или нет, это судить сейчас трудно,
который говорил, что он никогда не сделает ничего, что мой благодетель Нагай не захочет, он начинает вооруженную войну против Нагая. Следующий. И по свидетельству, ну, восточные источники, прежде всего арабские, там говорят просто о целом ряде столкновений. А вот Марко Поло, который в это время уже вернулся из Юаньской империи в Венецию, но возглавлял свой торговый дом и вел торговлю с Золотой Ордой. То есть, очевидно, он получал какие-то сведения из прямых рук, то есть из уст самих свидетелей этого. Хотя, конечно, записал он это много лет спустя, уже находясь в генуэзской тюрьме. Ну, надиктовал, он не писал сам. Поэтому, если почитать вот его, то, что он надиктовал, там все сражения, они как под копирку написаны. Значит, с криками «Ура!», с барабанным боем войска ринулись друг на друга. И так, значит, много раз. Он говорит, что столкновений было больше 20. Ну, как бы то ни было, можно сказать, что действительно ареной борьбы, скорее всего, стала, ну, Подонья и современный вот район Донбасса и степей Приазовья. И там постоянно происходили какие-то вооруженные столкновения, в которых Нагай чаще выигрывал, чем проигрывал. И более того, он собирал силы и готовился уже, собственно, пойти на Сарай и свергнуть Такту. Но в этот момент, ведь он тоже был, хотя и самым могущественным представителем рода киятов, но там, кроме этого, был еще целый ряд других довольно влиятельных родов. Вот эти самые Тунгус и Тас, которые здесь я упомянул, они были потомками Курмыши или Хурмши, который происходил из рода Орду и получил владение в Северном Причерноморье еще из рук самого Батухана, а может быть даже и обещаны были Джучи. И они, хотя до этого всегда поддерживали Нагая, но в этот момент решили, что он ведет дело к уже изнурительной междуусобной войны, что эта война, собственно, никому не нужна, что мы разоряем там города Причерноморья и отвращаем итальянских купцов. В общем, торговля замирает. А смысл какой? Мы поставим нового хана, и опять будет то же самое. И он тоже будет опять через какое-то время против нас. И вот тупиковость политики Нагая, который, мы уже говорили, сам не мог, очевидно, быть ханом, стала видна. И вот эти самые беки, благодаря которым Нагай одерживал победы, отказали ему в поддержке. Он пытался, значит, начать против них репрессии, кого-то казнил, кто-то бежал. И вот самый последний момент, когда стало уже готовиться решающее столкновение, они со своими войсками перешли на сторону Такты. И произошло, значит, столкновение, очевидно, где-то в современном Приазовье, в Подонье, на какой-то из мелких речек там указана речка, но на современной карте нет. Исследователи гадают, то есть она
Некоторые говорят, что, вот, допустим, Шпулер писал, что это вообще где-то на Северном Кавказе. Но сейчас исследователи говорят, что где-то вот, одна из небольших речек в Приазовье или ну, в Подонье, Нижнем Подонье. Что-то типа, может быть, Донца или притоков, значит, Северского Донца. И в этом сражении войска Нагая терпят решающее поражение. То есть вот несколько десятилетий он все сражения выигрывал, фактически всегда был победителем, а здесь проиграл одно сражение, как Наполеон, но решающее. И более того, в этом сражении он сам погибает. Причем интересно, что ну, русские летописи об этом молчат, а вот восточные арабские источники, очевидно, опять-таки, из дипломатической переписки они приводят, то есть это не какие-то слухи, а какие-то официальные письма, приводят ну, целый ряд подробностей, о которых они не говорили, когда вели речь о других столкновениях, других войнах. Они говорят, что Нагай был ранен, под ним убили коня, и он пытался убежать с места сражения и был остановлен воином, и он ему сказал, этому воину, что я Нагай, отведи меня к хану и получишь за это награду. А этот воин сказал, ну награду я и так получу, и убил, значит, Нагая и отрубил ему голову. И причем летописцы арабские пишут, что этот воин был русским. И это вот ну, несколько раз подчеркивается, что Нагай погиб от руки русского воина. Уж не знаю, какие у него были личные счеты с Нагаем, почему он не послушался его действительно, хотя совершенно четко знал, что убивать Джучида, ну тем более отрубать ему голову, это совершенно нетерпимо. Но тем не менее, здесь еще один момент. Вот когда мы говорим опять-таки о Иге и что вот, значит, тут было такое постоянно непримиримое соперничество, но вот видим, что какие-то русские дружинники вполне были ханскими гвардейцами. И, ну, я уже молчу про то, мы уже говорили как-то, что и при дворе юаньского императора находилась русская гвардия, русские воины, причем в немалом количестве, то есть там несколько тысяч. И более того, они отличались в сражениях во Вьетнаме и в Индонезии. И там есть биографии даже этих людей, но довольно краткие, не совсем там понятно. Но тем не менее, русские люди служили ханам не только Золотой Орды, но и вот, ну и вот живое как бы такое свидетельство вот этого, это самый воин. Ну, понятно, что когда он принес голову Нагая в ставку Токты, тот, конечно, очевидно, сильно обрадовался, но этого воина действительно казнил. Ну, мы уже говорили, что кровь чингизидов проливать было нельзя. Это против закона, поэтому, ну и вообще, там источник передает сведения, что Токта сказал, что вообще негоже какому-то ратнику убивать чингизида, и что эту практику надо заканчивать. Но вспомним, что сам он перед этим, вступая на престол, казнил, ну, по закону, но вообще казнил хана и других своих родных братьев. Но, тем не менее, политика, она дело такое. И как бы то ни было, но Нагай
погибает. Вся логика событий, о чем мы как раз долго говорили, вела к этому. Потому что невозможно, чтобы одно крыло или один правящий клан, если он тем более не становится реально правящим, он не может долго противостоять всей империи. Рано или поздно удача должна была отвернуться, и вот это произошло при том самом хане, которого сам этот Нагай возвел на престол. Ну, страсти, конечно, можно сказать, фактически как в испанском дворце. Следующее. Так и просится в какой-то авантюрный роман. Но я думаю, что еще дойдет до этого дела. Надо сказать, что поскольку у Нагая был разветвленный клан, и были, по крайней мере, нам известно несколько сыновей его, но после поражения у них уже не было ни сил, ни возможности зацепиться, ни возможности, и, очевидно, и примириться с ханом. Если другие, которые вовремя перешли на сторону Токты, получили прощение и так оставались, то есть, по крайней мере, клан киятов остался на этой территории, и Крым входил в состав вот как раз их владений. А вот сыновья Нагая тоже бежали. Один был убит, другой пытался скрыться в Приднестровье, бежал потом к трансильванскому правителю, но те, опасаясь мести ханов Золотой Орды, убили его, ну и, я не знаю, выдавали голову или нет, тоже не хотели, наверное, чтобы их еще за это покарали. Но, тем не менее, Джеку, вот, который был женат, тут тоже интересно, на дочери болгарского правителя, но когда случилось такое событие, и они претерпели поражение, то оказалось, что его никто не хотел видеть. Все боялись мести Золотой Орды, и он так и погиб. То есть все наследие Нагая, которое он добивался, создавал в течение нескольких десятилетий, пошло прахом. Ну и давайте... вот это вот здесь не просто так. Это монеты, которые чеканил Нагай у себя в своей столице Исакчи. Ну, как видим, там обычно тамга джучидов, то есть это вот, сомнений нет. Историки долго спорят, это есть целое даже направление в историографии, объявлял ли себя ханом Нагай. И вроде бы какие-то монеты есть, где можно читать, что он пишет о себе как о хане. Не просто султан, а что хан Нагай. Но другие опровергают и говорят, что монет там одна или две, то есть слишком мало для того, чтобы, может, это какая-то ошибка прочтения и так далее. То есть, очевидно, все-таки я думаю, что Нагай не сделал этого шага, не объявлял он себя ханом, не мог он просто этого сделать. Следующее. Но после смерти Нагая, который пришлось на 1299 год, самое начало нового века, Золотая Орда резко, значит, идет в гору. То есть после прекращения этой междоусобицы вновь расцветает торговля международная, а поскольку Токта урегулировал, очевидно, все взаимоотношения с другими чингизидами и прежде всего с китайскими императорами династии Юань, то торговля начинает все более и более активно развиваться. Итальянские купцы опять получают преференции. В это время расцветает не только торговля через порты Крыма, Кафу, Салдаю, но и через Азак современный,
Азов, но только в пойме была генуэзская колония Тана, довольно... Ой, генуэзская, венецианская, прошу прощения. Там разделение было. Кафа – это генуэзская, а Тана, Азак – это венецианская. И все это самое начинает развиваться. Этому способствовало то, что Токта проводил довольно, ну, мы бы сказали, либеральную политику. Чтобы привлечь купцов, он снизил торговые пошлины, но объем стал этой торговли нарастать. И при нем, поскольку период междоусобиц прекратился, то города стали активно развиваться, и именно вот на следующие десятилетия приходится самый расцвет городской культуры, городской жизни Улуса Джичи. Главным достижением Токты считается денежная реформа, которая, ну, судя по монетам, ее датируют в 10-11 годах. Все нумизматы, ведущие, согласны с этим, хотя в письменных источниках у нас этого нет, но монеты, которые стали выпускаться с этого момента, они все стандартные по весу. То есть 100 монет, они ну, там, равны золотому динару и так далее. То есть восходит так называемому мискалю, значит, то есть серебряный большой гривни, из которой ну, где-то килограмм с чем-то. И каждая монета получается 1 грамм и 1 и 1 грамм, ну, условно. И вот, значит, с этого момента эта весовая норма фактически, ну, до начала 15 века оставалась неизменной. Хотя качество серебра постепенно ухудшается. То есть приток серебра, ну, товаров становится меньше, которые можно выпускать на продажу, серебра поступает из Европы меньше, и его старались чем-то заменить. И вот то содержание, почти там 100% содержание серебра, которое было в монетах Токты, оно с середины XIV века сокращается. Но опять же, об этом мы поговорим позже. Сейчас как раз наоборот происходит расцвет. Считается, что творцом вот этих самых реформ, очевидно, был Улуг Карачебек Тимир Кутлук, который, ну, скорее всего, был мусульманином. Ну, потом у нас будет повод еще поговорить о нем. И, по крайней мере, он один из, ну, наиболее влиятельных людей, который был, ну, зафиксирован в источниках именно в правлении Токты. К времени Токты относятся и сохранившиеся грамоты, но плохо сохранившиеся грамоты, повторяющие грамоты еще более раннего времени Русской Православной Церкви, где все привилегии, которые были до этого, также подтверждались. То есть надо сказать, что Токта проводил как раз очень такую взвешенную политику, и при нем больше никаких походов на Русь не было. То есть идет такое постоянное сведения о том, что русские люди то ли привозят дань, то ли получают ярлыки, разрешают какие-то споры, но все это в пределах вот такой административной деятельности. То есть никаких враждебных действий не зафиксировано. Следующее. Но если говорить о взаимоотношениях с Египтом и с хулагуидами, что раньше было нервом политики, то здесь Токта тоже придерживался такой
тактики нейтралитета. Он посылает посольство в Египет и объявляет о вошествии на престол и просит возобновить мирный договор и договор о взаимной обороне с мамлюками против хулугуидов. Но к этому времени хулугуиды клонятся к упадку, они не представляют опасности для Египта, и Египет точно так же отвечает ему, что договор это, конечно, хорошо, но вот сейчас у нас мирные отношения, мы не собираемся вступать в войну. И Такта тоже в одиночку не собирается воевать с хулагуидами, и тем самым граница по реке Куре, она фактически становится, неизменной остается. Что касается других, то вот генуэзцы время от времени создавали трудности для торговли. Во-первых, они враждовали с венецианцами, а потом, пользуясь тем, что, собственно, у Золотой Орды не было своего флота, им, собственно говоря, и он был и не нужен, поскольку все товары привозили к ним. Итальянцы были заинтересованы в этой торговле. Но прибрежное пиратство было делом таким, которым итальянцы не гнушались. И время от времени они разоряли территории, и вот в определенный момент они сожгли прибрежные поселки на Таманском полуострове. Им были предъявлены обвинения, и прежде всего наложен денежный штраф. И они отказались, очевидно, считая, что раз такая торговля, то Такта не посмеет их тронуть. Но, тем не менее, он, как и незадолго до этого Ногай, совершает поход и изгоняет генуэзцев из Кафы. Крепость Кафа была одной из таких самых мощных. Но, тем не менее, это просто доказывает, что нет крепостей, которых нельзя было взять. И даже такую первоклассную крепость, как Кафа, а никто не был в Крыму, не видели? Там на скалах прям стоят эти самые стены. Но, тем не менее, регулярно захватывали. Это еще связано с тем, что защитников было не так много. Но, тем не менее, используя два предлога. Это пиратство, за которое генуэзцы не хотели брать на себя ответственность, а по договору они должны были обеспечивать свободу мореходства и защиту от пиратства. И другое, что они вели торговлю с Трапезундом, который торговал с хулагуидами, то есть ответвление, то есть они создавали конкуренцию, то есть часть караванов Великого Шелкового пути шел в Средиземноморье через порты Трапезунда. И вот чтобы прекратить это, а других мер воздействия, как мы видели после того, как Египет отказался поддержать Улус-Джучи, у них не было, тогда они решили действовать экономически и создать трудности для генуэзцев. Но, в общем, это не возымело действия, и потом все равно генуэзцы вернулись при следующем хане. Мы уже говорили, что сам Такта, скорее всего, был буддистом. И арабские источники говорят, что в конце жизни он стал зависим и собирал, не только поклонялся идолам, очевидно, каким-то буддистским, статуям, но и окружал себя мудрецами, ламами, различными предсказателями, врачами.
И вот это говорит, что такой вектор в сторону поддержки буддизма, а вот учитывая, что с Китаем уже были такие хорошие отношения, очевидно, вот это самая общеимперская такая буддизм мог превратиться в общеимперскую культуру. Но поскольку значительная часть городского населения была уже мусульманской и значительная часть аристократии была мусульманской, это вызывало какие-то внутренние тоже, внутреннюю борьбу. И хотя хан мог себе позволить, значит, вот крен в сторону буддизма, ну, никакой поддержки ни у населения, ни у элиты это не вызывало. И это, в общем, ну, стало определенным вот таким эпизодом, который зафиксирован. Но вот если археологически вы меня спросите, то фактически у нас есть несколько погребений, которые исследователи считают, что они совершены по буддийскому обряду. Буддийскому с какими-то с местными традиционными элементами. Причем не в Северном Причерноморье они найдены, а на Южном Урале. Никаких других элементов, ну, кроме как находки буддийских статуэток, но они тоже очень неопределенного времени. То есть вот от буддизма здесь у нас неизвестно ни ступ, ни каких-то храмов, ни литературных произведений. То есть в Восточном Туркестане, например, ну, довольно большой круг сутр известен, гадательных книг. У нас ничего подобного нет. То есть такое впечатление, что вся городская культура формировалась уже как мусульманская. Но, тем не менее, в политическом плане буддизм, очевидно, играл какую-то роль, но эта роль вступала в противоречие с тем, что значительная часть населения все-таки была уже мусульманской, и это вызывало какие-то трения. Следующее. Ну и к концу жизни начинается новый конфликт, связанный с тем, что усилившиеся два русских князя, Тверской и Московский, постоянно вели борьбу за великое княжение. Когда мы говорили про Дюденеву рать, то там получилось так, что Михаил Тверской и Дмитрий Московский, они были как бы на стороне Нагая и, собственно, получали сначала ярлыки от него и как бы не зависели от хана, и поэтому у них не было противоречий. Там Нагай то одному давал несколько лет, потом отбирал, передавал другому. Очевидно, в ответ на обещание усилить вот как раз эти самые поступления в казну. А здесь получилось так, что Михаил Тверской стал брать верх, и более того, он стал проводить такую антиордынскую политику, опираясь на то, что Тверь была таким торговым большим городом на пути из северо-восточной Руси в страны Прибалтики и в Польшу. И кроме того, расположен он был довольно далеко от границ с Ордой. Это давало ему целый ряд преимуществ. И Токта собирает войско, намечает поход. Но должен был весной состояться поход, но буквально за месяц он умирает. Здесь источники противоречат один другому. Одни говорят, что он назначил преемника Альбасмыша,
а он умер за год до этого. Другие говорят, что нет. Вот у него сын Ильбасар, который вступил на престол после его смерти. Но как бы то ни было, назначил он преемника или он умер, но тем не менее оказалось так, что ни один из его преемников, из людей, которые он пытался создать династию и возвести на престол, не смогли этот престол занять. И это прежде всего, очевидно, связано с тем, что здесь вмешалась уже религиозная политика. И после его смерти, очевидно, зимой 1312-1313 года начинается уже новый этап истории Золотой Орды и связан с тем, что происходит внутренний конфликт и к власти приходит хан Узбек, который коренным образом меняет всю внутреннюю и внешнюю политику Золотой Орды. Но об этом мы поговорим на следующей лекции.